поставить чулок резиновый, удлинить, там строить гребень его, поставить затыльник, может быть, регулируемый, поставить какие-то накладки сюда на рукоятку. Ребята, привет! Как ваши дела? Как прошла ваша рабочая неделя? Сейчас я прибыл на стенд, немного пострелял, настроение вообще шикарное. И хочу немного рассказать вам, ребята, про рубрику. Не воспримите это как рекламу, но вы можете направить мои идеи. Это может быть как отражением в отношении вашего заводского приклада. Как его можно настроить, чтобы не заказывать приклад, если нет возможности это сделать у себя по месту, нет мастера, денег, ресурсов, и вам не важна его дополнительная эстетика. Сейчас я нахожусь на стенде, это арендное ружье, Винчестер, ребята, неплохое ружье. Сейчас я не буду его критиковать в плане отношений меня к нему, что это плохое ружье, а я сейчас хочу вам осветить именно некоторые проблемы заводского приклада еще раз, ребята. Ну что, как мы все понимаем, это делается под шаблон. Дерево является расходником. Это хрупкий материал. Также вы можете его снять и поставить свой приклад под себя. Но если у вас нет такой возможности, вы можете его дополнительно, не знаю, прокачать, там, поставить чулок резиновый, удлинить, там, строить гребень его, поставить затыльник, может быть, регулируемый, поставить какие-то накладки сюда на рукоятку. И есть разные приспособления на Озоне, как можно увеличить высоту вот этого гребня и как можно сделать всевозможные повороты. Но, ребята, хотел вам сказать, что в данном случае, вот по себе, что могу сказать, у меня рост 1,80 м с лишним. И я хотел бы сказать, что, конечно, у меня очень большой настрел. Я живу этим, для меня стрельба – это моя жизнь, попадать в цель. И на этой базовой идее строить свою жизнь, чтобы тоже достигать своей цели. Я хотел сказать, что в данный момент вы можете обратить внимание, ребята, вот на эту шейку. Это очень важный момент. Они делаются очень тонкие. Вот шейка, это значит, человек держит вот безымянным, большим пальцем, ребята, обычно внахлёст чуть-чуть. Вот так вот. Он не держит это вот так вот, чуть-чуть вот так вот. Если вот обычно комфортно бывает вот в таком положении держать. Сейчас я его хватаю, посмотрите, ребята. Вот, даже если я внахлёст его взял, у меня, ну, вообще не совпадает. То есть шейка, она очень тоненькая и может просто лопнуть, если стрелять из больших усиленных патронов. Шейка здесь никакая, ребята. То есть она очень тонкая. Поэтому мне нужно под него подстраиваться, ребята. Далее, ребята, заметили, у меня буква Г. Кисть с предплечьем. Как я это прояснил для себя, и нигде я не видел это в интернете, не рекламирую себя, говорю факты, то вот так вот вообще неудобно, ребята, стрелять. Удар приходится на сухожилие. Ладно, еще относительно можно сделать вот так, но вот так, когда сильно прямо происходит такое сжатие, это очень требует как бы напряжения. Поэтому, чтобы у нас кисть не уходила в букву Г, нужно ее выравнивать с помощью того, чтобы добавить сюда, ребята, какое-то наполнительное мясо, да. Вот видите, вот зазор у меня, вот зазор, появляется зазор. И когда мы, допустим, скидываемся, у нас вот пистолет, револьвер, контур его находится совсем как мушкет, совсем далеко. Далее, ребята, обращаю внимание, что тоже не нашел очень много идей, связано с тем, что нужно смотреть именно на естественное положение. И с учетом своей работы клиенты меня научили тому, чтобы и сам я пришел к тому у нас в спорте, на охоте, что лучше стрелять на скидку, допустим, это делать вот таким вот образом, допустим, движение пошло, на скидку, допустим, да, мы стреляем, вот, на скидку, и не делать вот такой до вкладки, ребята, то есть как это получается, оставили, потом вот так вот уж идет движение, это у нас потеря времени. Чтобы у нас такого не было, у нас, конечно, проблема, ребят, вот смотрите, человек стремится автоматически сжать ружье, но, к сожалению, из-за того, что у меня приклад заводской, я делаю его максимально высоко и сжимаю его вот этой частью. То есть вот этой вот нижней частью угла, примерно здесь есть саморез, торчит, ребята. И получается так, что он тычет, и из-за этого мне приходится поднимать его близко и прижимать его к шее сюда ближе, чтобы максимально в него вложиться, ребята. Вот здесь курок, хоть и регулируемый, ребята, хоть и регулируемый курок, мне, ну как сказать, видите, вот фаланга как бы лежит,
Но я бы как бы чуть-чуть еще его поближе, потому что если я берусь вот здесь, вот этими 4 пальцами, у меня, видите, как подушкой приходится, подушкой. Поэтому я вынужден приблизить это сюда, ближе, сильно зажимать эту тоненькую шейку и брать его, ребята, крепко, чтобы у меня тоже захват вот этих 4 пальцев был максимально прочен и эффективен. Здесь, ребята, ружье разряжено, смотрите, я сжимаюсь с него. Конечно, у меня глаз уходит вниз, я перекрываю, я вижу вот этот ствол, и у меня глаз еще ушел. Поэтому из того, что я умею это делать с большим настрелом, я вынужден поднимать. Я делаю вот так. То есть ложу вот эти мышцы сюда наверх, чтобы у меня глаз был полностью исключен и не привязан к мушке, чтобы у меня был отрыв от мишени. Я делаю это таким вынужденным образом, чтобы не перекрывать мишень, чтобы больше у меня было контроля над мишенью. И я видел его в 3D, в объеме, ребята. Неважно, так, вот так. Специально поднимаю глаз, чтобы можно было видеть его в объеме. Поэтому здесь приклад, конечно, приходится мне компенсироваться под него. Друзья, если вы стреляете и до сих пор используете стандартный приклад, и у вас ничего не получается, и у меня для вас отличная новость. Мы уже несколько лет делаем индивидуальные приклады под каждого стрелка, с учетом вашей анатомии, роста, длины. Все это подбирается по вашим меркам. Если вам интересно, напишите мне в WhatsApp. Ссылка под описанием под этим видео. Далее, что я делаю? Я его прижимаю ближе, как я вам сказал, сюда. Вот, настраиваю. Конечно, мне было бы идеально, ребята, сделать вот мою. Вот, кстати, скула должна находиться на середине из предыдущих видео. Видите, я делаю вот так. Вот, ребята, вот комфортно. Видите, сколько не хватает у меня? Не хватает. Плюс еще одежда, да, зимняя, если я хочу в Якутии, допустим. Мне было вообще по кайфу вот так делать. Вот, ребят, вот, по кайфу. Но мне приходится сейчас сжиматься, компенсировать его, ребята. Вот так вот, компенсировать его, чтобы оно не начало у меня делать какие-то аналогичные поклевки. Вот, далее могу сказать, что вы можете это все настраивать сами у себя. Здесь, кстати, еще нету поворота нету, нужного поворота, чтобы можно было его вместить в эту поймочку, таким образом, чтобы у меня тело оставалось в естественном положении. Я до этого затрагивал с вами, что нигде я не находил видео, что больше внимания уделяется именно предмету, что мы должны подстраиваться под него, и человек не рассматривает ключевые данные. Он находит внимание здесь, а не на своем телосложении. Поэтому для этого нужно просто остаться в своем естественном положении, ребят. Я не хочу хаять ни троповиков, ни скитовиков. Да? Ну, скитовики, они, конечно, это вот дисциплина такая стрельбы. Они стреляют на скидку очень быстро. Но наша дисциплина — это спортинг. 100% охота, ребята. Мишени все летят, ребята, как на охоте. Миллион траекторий, миллион разных траекторий, но все равно у дичи все равно больше возможностей и больше траекторий. Там человек не сможет как-то настроить полет так, как это может лететь утка, например. И в спортинге я сейчас вот как на охоте нахожусь, но видите, плюс преимущество в том, что я знаю, где откуда полетит мишень, а на охоте мы не знаем. И почему вот я видел, как мой отец стреляет, допустим, на, коротком тальнике, когда черки летят, сразу там на звук, очень быстро, там 1,5 секунды, 1 секунда, тыш, тыш, 1, 2, тыш, тыш, быстро, тыш, тыш, навскидку. В том, что вот скитовики, троповики я видел, и я не понял для себя, почему они делают вот так. Уже создается напряжение. Конечно, я проводил опросы, спрашивал у ребят. Вот сейчас, ребята, у меня помутнение, честно говоря, в голове и какой-то немножко боль. Поэтому, когда сейчас производятся выстрелы, кайфово вообще, ребята, не ощущать внимание на ружье и на курке, на чоках, на отдаче, а смотреть, ребята, вот в эти ценные 1,5 или 2 секунды на мишень, чтобы у вас не было какого-то непроизвольного выстрела или чего-то. И самое главное, ребята, я как сказал, внимание от ружья убирайте, ребята, привыкайте, убирайте с этого расходника, не молитесь на него, ничего. Конечно, можно общаться, какие-то свои ритуалы, это ваше личное дело, но железо это железо, дерево это дерево. Нужно, ребята, смотреть на мишень. Ярко смотрим на мишень, ребята. Тренируйте только мишень и ваше спокойствие. И тогда вы получите массу удовольствия и энергию, будете претворять ее в жизнь. Вот что я хотел вам сказать. Приклады это, ребята, не
таблетка, как говорят, панацея, да, панацея это что-то такое, которое решило, все, оно дает только 10-15%, дает щелочку, маленький просвет, чтобы вы могли увеличивать свои навыки, многократные тренировки, упражнения на охоте на стенде, чтобы вы могли самообладание свое тренировать, работу с мишенью. И вот это все мероприятие, оно связано с каким-то временем. Здесь нет такого, что раз, и все выполнено там мастера спорта, или раз, с 10 патронов попал все 8 гусей, например. Вот, это только дает маленький навык. И вот как бы вот вы можете сейчас у себя, вот допустим, вот это дерево, конечно, вот это хорошо, когда человек восхищается своим. Вот как я сейчас восхищаюсь им, у меня, представьте, нет идеи, что это чужое. Оно как будто мое на самом деле. Мое. Как будто мое. И вот я вот, как говорил Брюс Ли, да, ну вот идея такая, да, там, будь как вода. Это же говорит о реальности, то есть согласие. И вот я, имея сейчас на руках в данный момент такое ружье, делаю максимально так, чтобы не промахиваться, чтобы это было действительно для меня правильно. Поэтому настраивайте свои приклады, понимайте, здесь нет ничего сложного. Я применяю это на охоте, на стенде. Это дает свои плоды, победы иногда. И я очень доволен. И самое главное, приходит очень большое количество откликов, благодарности со стороны клиентов, которые говорят, что у них получилось. Поэтому, если у вас нет возможности, вы можете как бы сами настраивать, можете обратиться ко мне, я могу вам сделать проект, отправить этот проект. И на этом фоне вы можете улучшать свою стрельбу. Для спортсменов чуть-чуть больше деталей, больше тонкостей, больше внимания, больше тренировок, чтобы можно было найти свой попадущий приклад. Все, всего доброго, ребята, до скорой встречи, хорошей вам недели, работы, увидимся. С вами был Юлиан Иванов. Обязательно подписывайтесь на канал, и будет все впереди, только интересное. И самое главное, выжимки истины, никаких ложных данных, примеренное все на себе и применимое без инфо-цыганства. Все, до свидания, ребята.